Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. С 20 января в Якутске в Национальном художественном музее открывается передвижная выставка «Ода жизни Зураб Церетели», одного из известных отечественных художников, президента Российской академии художеств, народного художника России, полного кавалера ордена за заслуги перед Отечеством Зураба Константиновича Церетели, посвященная 90-летию со дня его рождения. О выставке мы поговорим сегодня с одним из организаторов такого масштабного мероприятия. Гость в студии Михаил Шишин, искусствовед, академик Российской академии наук, доктор философских наук. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот какова концепция выставочного проекта, и значимость данного события в культурной жизни нашего региона? Знаете, хотелось показать, конечно, то, что является основой творчества Зураба Константиновича Церетели. Он больше известен как скульптор, живописец и так далее. Но на самом деле рисунок – это в его творчестве одно из главных направлений. По-моему, он рисует всегда. Вот просто сколько я его не видел, заседания президиума, вообще собрания и так далее, перед ним всегда лежит альбом, и он всегда рисует. И это очень о многом говорит, в первую очередь о его большом профессионализме. То есть если у художника есть рисунок, то все есть. Живопись, графика, скульптура, все получится. Дальше должен быть вот исходный рисунок. Поэтому хотелось показать, как он видит мир, как он на него реагирует в первый момент времени. То есть рисунок – это же непосредственная реакция, вот прямо сейчас, здесь и сейчас на что-то. Вот поэтому мы хотели показать его. Конечно, нужно смотреть его целиком, нужно видеть его скульптуры. Ну, может быть, эта выставка как раз станет таким вот мотивом к тому, чтобы приехать в Москву, зайти на Причистенку 21 и просто испытать невероятный восторг от того, что он там делает. Вот вы являетесь председателем регионального отделения Российской академии художеств Урала, Сибири и Дальнего Востока. Вот расскажите, пожалуйста, о деятельности академии по работе с региональными музеями, творческими союзами и художниками. Вот как часто вы проводите совместные выставочные и просветительские проекты? Вряд ли у нас хватит времени, но кратко очень. Первая задача, конечно, это сохранить академическое образование и русскую школу, российскую школу искусства. Для этого, собственно, создавалось отделение 37 лет тому назад. У нас есть творческие мастерские, то есть выпускники вузов могут 3 года стажироваться в этих мастерских под руководством академиков и дальше путевка в жизнь, и выставки, и все остальное. Что касается связи с музеями, у нас несколько крупных проектов. Но вот только что проехал проект у Гавана «Транзит», он прошел от Урала до Владивостока. Сейчас по этому же маршруту идет Таиланд, в стране изумрудного Будды. Теперь навстречу пойдут индонезийская выставка и индийская выставка. И нам очень было грустно, что мы не можем никак вот добраться до Якутска. Это вот, собственно говоря, выставка Церетели – это как бы некая компенсация, ну или как бы некий такой вот первый шаг, что называется, к тому, чтобы как-то оживить вот деятельность нашу выставочную, в первую очередь деятельность с Якутском. Вот хочется узнать подробнее, о выставке Церетели, что будет представлено, что видят якутяне. Вот здесь на выставке. Да. Будет несколько его направлений. У него есть такие так называемые быстрые рисунки. Он по памяти, или вот он видит человека. Ну, вот идет большое собрание академии, сидят там все академики, там вообще решаются сложные вопросы, заканчивают собрание. Он говорит, художник, который сидит напротив него: я на тебя нарисовал, можно я подарю тебе рисунок, понимаете? То есть это вот уже родилось сейчас. Поэтому вот эти быстрые рисунки, они очень важны, потому что мы видим, во-первых, он очень много вспоминает из молодости, из детства и так далее. И вот, мы с вами читали Надара Думбадзе, читали других русских и грузинских писателей. И вот это как бы такие новеллы. То есть подойдите вот к этим рисункам, ко всем, как к новеллам. Он рассказчик. Зураб Константинович прекрасный рассказчик. Когда он начинает говорить, его трудно прервать. Вот. И это вот его рассказ. И тут его наблюдение, его психологическая оценка человека, его юмор. Он никогда не вышучивает человека, он всегда его старается понять
И как хороший рассказчик, он иногда начинает рассказывать. Вот смотрите, вот большой стоит человек и держит на руках собачек. Ну разве может взрослый мужчина вот так или сесть там на быка и скакать на быке? Ну это же ненормально для взрослого мужчины. Ну вот он рассказчик такой, вот, хороший рассказчик, эмоциональный очень. Вот вы специалист, да, по искусству Евразии. Вот, на ваш взгляд, искусство Якутии вот, имеет какие-то отличительные особенности? Ну, клондайк, вот просто клондайк с точки зрения искусствоведения, это просто не вскрытая еще сокровищница до конца, поэтому, конечно же, есть. И замечательно, что здесь вот произошел синтез такого традиционного искусства, да, традиционного мировоззрения, погружения в мир, в природу, в человека, все обычаи, вся мифопоэтика, которая существует в Якутии, с классическим искусством. Это вообще-то невероятно. Как можно соединить вот такое вот классическое искусство с традиционным? А здесь произошло. Вот этот синтез сам по себе одна из таких тем крупных вот для того, чтобы поизучать ее, погрузиться в нее. Поэтому, конечно, есть. Ну и миф-то распространяется и в Якутии. Когда я первый раз здесь был, потом путешествовал как-то по миру, и когда я говорю Якутия, все говорят, ну Мороз и Алмаз. Я говорю, да там 17 век европейское искусство, что вы мне рассказываете? Как там? Ну вот так, Гейнсборо. Не может быть, да. Вот. Ну, посмотрите интернет. А вообще-то лучше поехать посмотреть. Поэтому здесь вот мы присутствуем при том, что здесь какой-то вот заворачивается интересный такой вот вихрь вот этих вот всех традиций, классики, народного, современного. Тут впереди взлет. Ну вот, кстати, на сегодняшний день, да, музеи — это многофункциональные центры культуры. Вот какие яркие выставочные и просветительские проекты Национального художественного музея нашей республики вы могли бы отметить? Вот проектов у вас очень много. И Эрмитаж, я знаю, Третьяковская галерея. Стараюсь следить за тем, что появляется в Якутске. Но в силу того, что сейчас придется нашему отделению, нужно отвечать от Урала до Командорских островов. Поэтому нужно знать, что вообще происходит в регионе. Я, хотя бы заочно, я это стараюсь отследить. Но, знаете, ведь важна собственная коллекция. Она есть. Но на моих глазах есть музеи, где есть коллекция, но нет коллектива. Ну, не то, чтобы нет коллектива. Коллектив есть, коллектив-то работает, что-то делает. Но вот такого какого-то задора, энтузиазма, я уж думаю, не Мороза ли придают такие бодрости вот так вот всему этому, шучу в данном случае. Конечно же, это специалисты. И вот этот синтез, опять-таки, с одной стороны, коллекции большого искусства в регионе, и очень хороших специалистов, это залог того, что это центр изобразительного искусства. Я думаю, что должно быть скоро, не скоро, а уже стало вот очевидным. Я думаю, что это будет притягательным таким моментом. Это имидж региона. Имидж региона, понимаете? Вот. Хорошо, что там все знают о том, что алмазы и там Морозы, но пусть еще знают, что здесь еще искусство. Вот это бы надо, конечно, поддержать и продвинуть дальше, и от этого будет большой плюс. 20 января в 14:00 в рамках публичной программы выставки «Ода жизни» Зураб Церетели вы прочтете лекцию «Искусство понимать», произведение искусства. Вот что нового, интересного узнают слушатели? Ну, я постараюсь, конечно, что-нибудь и новое, и интересное. Знаете, здесь какая проблема? Вот учат читать, учат писать, да, считать, учат всему. Как смотреть картины никто не учит. В лучшем случае художественная школа. В лучшем случае, понимаете, все. И при величайшем богатстве нашей страны, при величайших, вообще говоря, художественных открытиях, мне очень бывает обидно и досадно, что люди, приходящие на выставку, не могут как бы прорваться вглубь. Вообще-то бы это надо вводить в школе. Но эти сочинения, описать картину опять двойка Орешникова, это, конечно, мало чем помогает. Нужно попробовать показать, что художник размышляет. Размышляет. Если есть время, одна маленькая иллюстрация. Василий Иванович Суриков. «Покорение Сибири» Ермаком. Ну, казалось бы, да, там все же, вот Ермак, вот там Кучум и все остальные.
Но главное это, на картине спиною к зрителям стоит человек, а у него за поясом рабочий топор. Вы понимаете, человек, у которого в руках, вообще-то говоря, хорошая фузея, на поясе висит шашка, ну или там палаш там боевой. А зачем ему рабочий топор? И он его написал великолепно, потому что Василий Иванович хотел сказать, шли-то не воевать, шли-то осваивать. Ведь это же ведь удивительно, как соединились вот разные культуры здесь. Вот об этом. То есть мне хотелось бы, чтобы люди начали входить в картину. Как только человек один раз переживший вот этот восторг от того, что он открыл для себя что-то эстетический, научный, там, всякий, то дальше он уже остановиться не может. Он будет искать это везде. В Деревянском музее, в Третьяковской галерее, везде. Вот что, да, например, для посетителя, да, лучше поможет понять произведение искусства? Какие-то знания, личные наблюдения или какие-то впечатления, которые, может быть, вызывает Опыт. произведение искусства? Понимаете, это просто опыт, да. Смотреть всегда и везде, где только это возможно. И не торопиться. Вот. Нужно всегда понимать, что художник потратил колоссальные усилия, не говоря уже о средствах, когда он писал ту или иную картину. И каждая деталь, она говорящая. Расшифруйте ее. Вот задавайте как можно больше вопросов, почему, зачем, что это, для чего. То есть чем больше вы задали вопросов, тем больше вы получили от этой картины. И не надо торопиться, не надо смотреть все подряд. Некоторые приходят в Эрмитаж, там, в Лувр и начинают, вот, что называется, сканировать его. И что? И ничего. Ну и в завершении разговора, что же ждать зрителям выставки, посвященной Зурабу Церетели? Каких впечатлений, может быть, на что, Я может быть, думаю, обратить внимание? хорошее настроение. Вот это точно. Это такие вот веселые очень рассказы. Вот если это почувствовать, ну и все, и слава богу, значит, все получилось. Ну что ж, Михаил Юрьевич, большое спасибо за интересную беседу, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы, ну и заодно просветили нас. Будем очень рады видеть снова вас в нашей студии. Хорошо, спасибо большое. Да. До свидания. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.